Я продолжаю писать карту дня на 6 марта. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть. Здесь ваших знаков нет в этом видео. Значит, первая часть, как ее найти? Внизу под видео, под этим есть ссылка. Там написана ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите, выбираете свой знак по тайм-коду, либо по значку. Да, то есть я выкладываю значки, чтобы можно было удобно перекручивать, легко находить. И смотрите. А мы смотрим дальше. Следующие 6 знаков. Весы. 6 марта. Понедельник. Покажите мне, какие события будут у весов в этот день. Смотрим, что этот день вам приготовил. Слезы, яблоко. Разлука. Возможно, вот кто-то к вам, да, приезжал, будет уезжать с чемоданом, да, поэтому и слезы, да, то есть не хочется расставаться. Ножницы, решится какой-то вопрос. Шарики нельзя. Рыба. Обман, хитрость, ловушка. Финансовые операции. Неприятность. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Такой сложный день у вас. Я уже думала, какой хороший день. 6 знаков выпадали, в принципе, неплохие события. Исполнение желания. Деловое общение. Значит, смотрите, для вас тут, конечно, больше предупреждения, да, то есть показывает, ну, есть и плюсы, да, то есть показывает, что у вас может быть деловое общение в этот день, могут решаться какие-то вопросы, может даже исполниться желание, то есть это плюсики. Минус, у вас может быть с кем-то разлука, расставание в этот день, да, и слезы, но это временное расставание. Могут быть неприятности, да, то есть и какие неприятности? Это хитрость, обман, уловки, манипуляции, какие-то предложения, за которыми идет пустота, да, то есть, ну, если вы соглашаетесь, вы для себя остаетесь в минусе, хотя изначально это кажется чем-то интересным и заманчивым. Поэтому вот тут надо вам быть очень осторожными, да, то есть предупреждение, неприятность, да, и это рыба. Ну и плюс еще финансовые операции. Опять же, возможно, это в финансовых операциях. Потому что он тут вместе, видите, выпадало подряд. Рыбы, неприятность, да, то есть и деньги. Так что вот будьте очень осторожными, чтобы вас в этот день не обманули на деньги. Благодарю за внимание, весы. И перехожу я дальше к скорпионам. Скорпионы, 6 марта. Понедельник. Ух, разлетелись. Понедельник, 6 марта. События дня для скорпионов мне покажите. Так, смотрим, скорпиончики, что у вас? Удача, прекрасно сразу. Подкова, да, прям с утра начинает улыбаться удача.
Корона. Корона – это общение с представителями власти, закона, с какими-то влиятельными людьми. Финансовые операции. Больше не вижу. Всего 3 события нашла для вас. Ну, в принципе, да, 3, зато какие хорошие. Первое показывает счастье, удачу. Второе показывает общение с каким-то влиятельным человеком. И третье – это деньги. Так что 3, зато все со знаком плюс. Ну, тут, конечно, деньги могут быть не обязательно плюс. Иногда это и траты, но мешочек может показывать, что даже если это и траты, то это траты, которые нам, в принципе, доставляют удовольствие. Так что вот такой вот день. В понедельник. Благодарю за внимание. И переходим дальше к стрельцам. Стрельцы, 6 марта, понедельник, события дня. Мешок с деньгами. Надежда. Разлука. Хитрость, обман. Скользкое скользкое дело. Ссора. Тут, скорее всего, что вы, наверное, поймете, что вас обманывают. Видите, ссора рядом выпадает. Сразу будете ругаться. Дорога. Дорога, чемодан. Цыпленок – это общение с детками, с семьей. Здесь нет. Значит, смотрите, получается финансовые операции, дорога, разлука. То есть, возможно, вы, наверное, один или одна уедете. Да, то есть чемодан. Дальше надежда, хитрости, манипуляции, ссора и общение с детьми. То есть у вас предупреждение здесь – это рыба. То есть особое внимание нужно уделить вот этой рыбе, скользкому делу. У вас может кто-то заманивать в свои сети, поэтому обратите на это внимание. Благодарю вас за внимание. Перехожу дальше я к козерожкам. Сейчас будем смотреть, что у козерогов. Так, смотрим.
6 марта, понедельник. События дня для козерогов. Рыба. Рыба преследует многие знака зодиака сегодня. Значит, рыба — это у нас какие-то манипуляции, хитрости, обманы, заманчивые предложения, за которыми стоит пустота. И видите, еще и змея рядом. Да, то есть змея — опасность. Деньги. Интересно тоже, да, что выпадает у многих именно деньги и вот эти обманы. То есть, возможно, вот эти обманы будут связаны с деньгами. Верность. Приглашение. Победа. Где как бы есть и плюсики, и минусы. Успех. Знаете что? Наверное, победа здесь имеется в виду, что вот в этой хитрости, в этом обмане, да, то есть будет ваш успех. То есть вы для себя это как-то вот выверните в свою пользу. Я так понимаю. Но опять же, тем более вы теперь предупреждены, что это может быть, поэтому большая вероятность, что вы этого избежите. Получается сразу же предупреждение, что вас могут обманывать в этот день. Но, да, то есть, но есть и успех в этой ситуации. Дальше змея, да, то есть нужно быть осторожными с людьми, да, то есть человек ведет себя как змея, да, окружил, да, то есть, что называется, пригрели змею на груди. Возможно, вы этому человеку даже доверяете, да, то есть, а человек может себя повести некрасиво, поэтому вот присмотритесь в этот день к окружению. Финансовые операции, приглашения, гармоничные отношения в паре и какая-то победа. Да, то есть, вот смотрите, многое хорошего, да, будет. Самое главное, да, вот чтобы не испортить себе день, это постараться избежать вот этих хитростей. Не дать себя заманить в сети в свои. Благодарю за внимание, козероги, и перехожу я дальше к водолеям. Водолеи. Марта, понедельник. События для водолеев мне покажите. Так, смотрим. Конфликт у вас может быть. 2 меча. Получение информации, новости. Любовь. Надежда. Может быть, надежда, что конфликт закончится полюбовно. Подарок.
Так, проверяем горизонталь, вертикаль. Я сразу же вижу удачу. Удача. Удача на вашей стороне. Цепь нельзя. Здесь нет. Здесь нет. 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 Ножницы еще есть. Решение вопроса. И здесь нет. Значит, смотрите, получается, в этот день у вас из минуса только конфликт выпадает. Да, то есть может быть с кем-то, ну, такой серьезная ссора. Ссора, затем приходит информация, новость, есть надежды, гармоничные отношения в паре, может быть знакомство, также подарок, удача и решение вопросов. Так что вот если вы с утра избежите какого-то конфликта, да, договоритесь полюбовно, то тогда вот прям день можно считать очень даже хорошим. Благодарю за внимание. Водолей. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. Так, рыбочки. 6 марта. 6 марта, понедельник, события дня. Рыбки. Нерешенный вопрос, цепь. Нерешенное дело какое-то может быть. Казенный дом, вот, возможно, в госучреждении. То есть, если вы планировали в понедельник решить какой-то вопрос, скорее всего, не решится. Но если ножницы выпадут, то тогда решите. Сейчас посмотрим. Якорь. Ну, похоже, что-то будет держать. Да, то есть якорь это держит, остановка, точка, фиксация какая-то. Конверт. Конверт показывает получение информации, получение документа. Возможно, вы получите какую-то дополнительную информацию, да, по поводу того, как решить этот вопрос. Но нет, видите, ножницы не выпали. Решения как бы в этот день нет, в понедельник. Удача по горизонтали есть. И по вертикали я ничего не вижу. Значит, у вас получается 5 событий. Есть минус, это нерешенный вопрос, да, который не получается решить. Также есть посещение госучреждения, получение какого-то документа, удача, везение. Удача, везение. Возможно, не знаю, возможно, благодаря удаче и везению, конечно, да, здесь получится перебить эту цепь. Ну и якорь. Якорь – это завершение, точка. Опять же, да, то есть якорь может показывать, что вы можете поставить точку в каком-то вопросе в этот день. Но якорь может, опять же, еще и держать. Поэтому у вас тут такие, знаете, вот противоположные значения показывают карты. Да? То есть, с одной стороны нет, а с другой стороны мне говорит да. Да? То есть и якорь, и да, и нет. Поэтому не могу вам сказать точно. Вот такой вот у вас денек получается в понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.